Это наша первая встреча с телезрителями в наступившем 2023 году, поэтому всех еще раз с праздниками и со Старым Новым годом. Еще одна традиция, которой мы следуем, и я считаю, правильно делаем, что следуем. Потому что это еще один повод собраться всей семьей, поздравить всех, кого не успели, и приятно провести время. Есть еще одна новогодняя традиция последних лет, от которой, если честно, хотелось бы отказаться, но не получится. Это традиция погодных аномалий, температурных качелей. Этот год не исключение. Хочется уже какой-то стабильности в этом плане. Если уж теплая зимняя погода, пусть будет теплая. Если уж умеренный морозец, пусть он задержится подольше. Все лучше, чем эти погодные американские горки, которые сопровождают не только Россию, а действуют по всему миру, когда рекордные оттепели сменяются ледяными дождями и лютыми морозами. США сначала завалило снегом, а потом залило мощными штормами и ливнями. В Европе же невероятное для зимних месяцев тепло. В Испании на Рождество вновь открыли пляжный сезон. Мы же давайте вспомним, что было у нас. Ультраполярное вторжение пережил за последнюю неделю Татарстан. Температура оказалась ниже нормы на 16-20 градусов. Да что Татарстан, практически вся территория нашей страны оказалась в объятиях мороза. В четверг был зафиксирован исторический минимум – минус 73 градуса в поселке Есей Красноярского края. А вот в нашей республике столбики термометров опускались до отметки минус 41 градус. Конечно, это не могло не сказаться на повседневной жизни. Коммунальные аварии, обмороженные люди. Впрочем, не будем забывать и о микромире. Низкие температуры еще скажутся на течении распространения инфекционных заболеваний, того же гриппа. Повлияет ли мороз на будущий урожай? Как наши платежки за услуги ЖКХ зависят от Атлантического Гольфстрима? И кому стоит опасаться предстоящих погодных качелей? Последствия перехода от морозов до оттепели в прогнозе Татьяны Тимошенко. В настоящее время, конечно, эти морозы отступили, и мы в настоящее время на столбике термометра видим температуру минус 13,7 градуса. Почти что оттепель после 30-градусных показателей, зафиксированных здесь, в центре мегаполиса, на метеостанции Казанского федерального университета, одной из старейших в стране. То, что пережили мы все, называют крупной аномалией. Столбики термометра опускались ниже нормы на 16-20 отметок. Но даже эта морозная хватка пока что далека от исторического максимума, который еще должны помнить казанцы. 31 декабря 1978 года в Казани была зафиксирована температура в минус 45,3 градуса. И тогда действительно это тоже было такое ультраполярное вторжение, и тогда также установилась морозная погода. Но это не только в Казани, это в целом на европейской территории нашей страны преобладало. Вот. И пока этот рекорд не побит, и слава богу. Из более ранних свидетельств Сергей Аксаков, русский писатель и общественный деятель XIX века, учившийся в Казани, вспоминал: «Зимы были такими суровыми, что ртуть в приборах замерзала, а птиц поднимали обледенелыми и обогревали у себя». Ни гадание на шаре, а четкий прогноз. Штормовое предупреждение об особо опасном природном явлении синоптики дали 8 января и продлевали его несколько дней. Самая низкая температура официально была зафиксирована в Бавлах и Муслюмово – минус 42. Только за последнюю неделю в республике от переохлаждения пострадало 78 человек. В больницах оказались 33. Один человек погиб. Таких благородных людей, как Альберт, в мечети, наверное, и нет. А вот еще один благородный человек. Он всегда нам помогает. Альберт – это сотрудник благотворительного фонда «Ердам». Все морозные дни здесь также стояла очередь за бесплатными горячими обедами. Один раз в день кушают. Все. Здесь? Да. Да, здесь кушаем все. Да. Это вклад добрых людей, скажем так, вот в такое очень важное, полезное, особенно в морозы, дело. Потому что, как мы знаем, вот такой вот один ланчбокс может спасти целую жизнь. Потому что, покушав горячую пищу, в те аномальные, особенно морозы, люди реально спасались. Потому что есть люди, которые живут на улице, в подъездах кто-то ночует, да? Для них горячая пища – это спасение.
Аномальные морозы вызвали резкий рост отравления угарным газом. За 3 дня 4 ЧП, все массовые, пострадали целые семьи, 14 человек, в том числе 6 детей. Частный дом Муслимова, многоэтажки в Казани и Азнакаево. В Казани коммунальные аварии произошли сразу в нескольких домах. Отопление в квартирах было отключено на Баке, Урманче, Боруди, Шмидта, Товарищеской и Достоевского. Трубы играют, когда мороз, вот тепло, труба же все равно играет действительно. Как итог, прорыв тепломагистрали, который удалось устранить за несколько часов. Экономический ущерб в результате морозов вряд ли будет подсчитан. Автотранспортные предприятия, эксплуатирующие автобусы, чтобы не замерзнуть, жгли топливо и грели двигатели все ночи напролет. Были сформированы дополнительные бригады для выпуска электротранспорта. По ночам также прогревали трамваи и троллейбусы. На дорогах, несмотря на то, что многие автомобилисты просто не смогли завести машины, количество аварий на отдельных участках даже увеличились, и причина – ледяная колея. Машины заносило, разворачивало поперек трассы, выбрасывало на соседнюю полосу движения или бордюр. Чаще всего жалобы поступали от водителей, попавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани. 8 утра. Казалось бы, выезд должен быть свободный, въезд сейчас весь в пробках, и перед нами очередная авария. И такое здесь по несколько раз в день повторяется. Из-за морозов в республике был установлен исторический максимум электропотребления. В течение 2 дней значение было превышено в 5 раз. Островом стабильности все дни оставался казанский зооботсад. Шимпанзе и гориллам на всякий случай выдали пледы, приматы разнесли их по гамакам и лежанкам. А вот африканские хищники из вольер с подогревом вышли на снег сразу после того, как столбики термометра поползли вверх. Прогулки до минус 20 в распорядке дня. Несмотря на достаточно холодную температуру, им открыли шибер, и львицы, на удивление, вышли. Даже очень резво побегали, поиграли и сошли обратно. На самом деле мы тут ради капусты. Козы в Тетеево не только пережили морозы, но даже не снизили надои. Все обитатели оставались на воздухе все эти дни. Закалка животных – особенность именно этой фермы. Берегли закрытыми непродуваемыми шторами, которые сохраняют тепло от самих животных, плюс дополнительное питание. Экстремалы – это те, которые не кормят, просто нормально не доят, у них все не по графику. Это экстремально. Но, слава богу, у нас ничего из строя не вышло. Ни вода, ни свет. Никто у нас не замерз. Благодаря тому, что они каждый год содержатся на улице, они как-то хорошо перенесли. И вы знаете, очень важно, чтобы не было перепадов. Животные, они не люди. Это мы надеваем верхнюю одежду, выходим на улицу. Они всегда в одном и том же. То есть, если шерсть мокрая от конденсата, и животное вышло на улицу, оно, естественно, простынет. У аграриев морозы беспокойства не вызывают. Снежное одеяло для озимых в норме. Температура почвы на глубине, где развиваются растения, намного выше критической. Вымерзание не грозит. Кого и подкосил мороз, так это вирус гриппа. Но скорость инфекционной скачки с дистанции декабрь-январь-февраль скорее притормозилась. Врачи уже готовятся к потеплению, которое прогнозируют через неделю. Грипп, он очень не любит мороз, вирус гриппа. А вот сырая погода, вот это вот такая слякоть, небольшое потепление, это самые такие благодатная почва для развития гриппа и острых респираторных инфекций. Поэтому подъем заболеваемости обязательно будет. От этого мы не застрахованы, никуда не денемся. И врачи, и специалисты по погодным условиям рекомендуют следить уже за силой ветра. Увеличение только на 1 метр в секунду дает ощущение как минус 2 градуса. И это зона риска для людей с самым распространенным заболеваниями – сердечно-сосудистой системы. Простой совет – беречься, внимательно относиться к своему самочувствию. И если пациент все-таки знает, информирован, что у него есть какое-то заболевание, то есть он должен четко соблюдать врачебные рекомендации. Если человек понимает, что он плохо себя чувствует, и он понимает, что у него может случиться приступ при выходе на улицу, соответственно, он должен постараться избегать таких контактов с внешней средой, если она для него будет агрессивна. Нашей зимой зависит от дыхания Атлантики, ее теплого течения Гольфстрим. Климат, по научным наблюдениям в Казани, действительно изменился. За последние 200 лет на территории Татарстана потеплело на 5 градусов. Климат называют нервным, самый быстро теплеющий месяц – декабрь.
климат меняется в сторону потепления. И коварство, наверное, еще заключается в том, что перераспределяется не только температура, но и осадки. И осадков у нас и тут есть небольшой такой феномен, что у нас осадков становится больше, но засушливость, тем не менее, растет. И каким образом... И мы, кстати, из зоны рискованного земледелия превращаемся в зону еще более рискованного земледелия. По краткосрочным прогнозам, крещенских морозов не будет, как и в прошлом году. Влияние сибирского холодного фронта мы уже пережили в начале декабря. А вот температурные качели, благодаря борьбе циклонов и антициклонов, до весны мы испытаем еще не раз. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней.